В эфире вечерние новости, в студии Василий Радченко. Здравствуйте. И в этом выпуске. Минэкологии проверяет информацию сразу о 2 незаконных автозимниках в Якутии. Поселок Кызыл-Сыр в Вилюйском районе тонет в мусоре из-за задолженности региональных операторов. Почти 3 десятка команд стали участниками районного отборочного этапа IT «Моя профессия» в Татинском районе. Экологи проверяют сообщения об обустройстве автозимника на территории оленьих пастбищ. По словам представителей общины Эвенов-Сибян, недропользователи проложили проезд в Кобяйском районе. Кроме того, были затронуты водные объекты на местах традиционного пользования общины. По итогам проверки информация подтвердилась. При пользовании водными объектами для обустройства линейных дорог по статье 11 Водного кодекса не требуется получать разрешение. Но если идет изменение дна и берегов, они обязаны получить решение на пользование водным объектом. Сейчас на данный момент мы работаем с документом, запрашиваем, кто получал, кто не получал. Еще при осмотре действующий зимник только виден. А по словам заявителя, там несколько дорог, потому что там горная местность метет, и каждый раз они делают разные дороги, и поэтому как бы она шире, но на данный момент она не видна, она находится под снежным покровом. Поэтому вместе с заявителем было решено повторить выезд в августе месяце. Схожая ситуация произошла в Алекминском районе. Опергруппа проверит информацию о незаконном перекрытии реки Тока. Отмечается, что данная местность относится к территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера. Минэкологии проведет осмотр территории, акватории, береговой линии реки Тока. Ранее в социальных сетях и мессенджерах распространилось видео, где очевидец сообщил о незаконном обустройстве автодороги на территории Тянского наслега. При этом была перекрыта и засыпана река. 40 новых случаев коронавируса выявили в Якутии за минувшие сутки. По информации регионального оперштаба, в Якутске 28, в Мирнинском районе 4, в Нерюнгринском и Тампонском по 2. Также по одному заболевшему в Алданском, Кобяйском, Усть-Алданском и Вено-Бытантайском районах. В Хангаласском районе в течение недели не выявлено ни одного случая заболевания COVID-19. Тем временем вчера в район завезли новую партию вакцины Гам-Ковид-Вак в количестве 300 штук. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. 11 марта будет ровно год с момента, когда Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса. Через 1,5 месяца, 25 апреля, первого заболевшего коронавирусом выявили в Хангаласском Улусе. Всего с начала пандемии диагноз COVID-19 поставили 1094 жителям района. Сейчас в районе наблюдается спад заболеваемости. Так, в ковидном отделении в поселке Махсагалох лечение проходят 7 пациентов, тяжелых больных нет. 2 жителей Улуса получают лечение в Якутске, амбулаторных больных не зарегистрировано. Ситуация с COVID-19 в районе стабилизировалась. Основной пик заболеваемости пришелся на 2020 году на сентябрь, октябрь и ноябрь месяц. В настоящее время у нас ковидное отделение рассчитано на 10 коек, и персонал у нас работает на этих койках 9 человек. На сегодняшний день 1408 жителей Улуса прошли первую вакцинацию. Второй компонент получили 762 человека. Граждане 65 лет и старше первую вакцинацию прошли в количестве 172 человека. Второй компонент получили 36 человек. Старше 60 лет у нас получили в большинстве в городе Покровске и в южных наслегах, где мы начали на той неделе вакцинацию первым компонентом. В Каталжире получили 26 человек, в Висите 23, в Ведяе 12 человек. Вчера в район завезли 300 доз вакцины Гам-Ковид-Вак. 80 доз направили в поселок Махсагалох для работников социальной сферы, 100 доз отправили в село Качекацы, 70 доз в Жемконский первый наслег, 50 доз в Жемконский второй наслег. Виолетта Засимова, Хангаласский Улус. В Алтумене рассмотрели принципы формирования нового созыва в рамках послания главы Якутии. Принципы представил председатель комитета Алексей Еремеев. В качестве ключевых целей и задач ставятся повышение оперативности деятельности, сохранение и укрупнение представительных функций, сохранение утвержденных объемов бюджетных назначений на содержание Государственного собрания. Он отметил, что рассматривалось несколько вариантов формирования парламента. Вариант двухпалатности был отклонен, так как одной из основных задач ставится повышение эффективности.
Речь идет о обсуждении будущего 7-го созыва. В каком он формате может работать в дальнейшем. Для этого, конечно же, должны быть вноситься, если это будут изменения, в основной закон Конституции Республики Саха-Якутия. Конституционный процесс сам по себе он очень такой долгий, он должен, это основной документ Республики Саха-Якутия, он должен обсуждаться с широким кругом политических партий, общественности, движения, муниципальных образований, всего большого круга жителей нашей республики Саха-Якутия, потому что это касается каждого гражданина, каждого избирателя. Поселок Кызыл-Сыр в Вилюйском районе тонет в мусоре. Из-за задолженности региональных операторов отходы не вывозили с прошлого года. Сюжет Анны Васильевой. Горы мусора и собаки на нем. Такая картина сегодня в газовом сердце республики, поселке Кызыл-Сыр. Контейнеры с мусором не вывозили еще с декабря прошлого года. Компания, занимающаяся утилизацией, не работает из-за образовавшихся долгов. Об этом нашему телеканалу рассказал директор компании по транспортировке мусора. Дело в том, что договор на 2021 год с рекоператором Мирнинским не заключили в связи с тем, что у нас образовались долги по 4-му кварталу 2020 года. Они не хотят платить, поэтому договор мы пока не можем заключить с отсутствием денег. В связи с долгами даже не на что купить соляр. Я пытаюсь это объяснить товарищам, но меня не слышат. Проблема мусора сегодня волнует всех жителей поселка, ведь совсем скоро наступит потепление, а количество отходов растет ежедневно. Везде не пройдешь, везде помойка. Неужели не видно? Мы же люди. Вообще-то помойка с самого осени стоит. Никому дел нету. Звоним, пишем, никто внимания не обращает. Жители реагируют очень остро. Так же, как, в принципе, администрация. Нас это тоже не устраивает. Договориться не получается. Мы написали письма в Роспотребнадзор, написали письма в прокуратуру, писали письма напрямую региональному оператору. Ситуация сложилась довольно плачевная, вы сами видите. Но ответ от регионального оператора мы так и не получали. Единственное, сейчас Роспотребнадзор этим занимается. Надеемся, что таким образом, возможно, какая-то подвижка и будет решение нашего вопроса. Администрация поселка в конце прошлого года начала устанавливать новые контейнерные площадки. Работы планирует завершить к концу этого года. Но несмотря на это, если проблема вывозки мусора не решится, то смысла в новых контейнерных площадках нет. Анна Васильева, Иннокентий Колесов, НВК Саха, Вилюйск. Грузоподъемность повысили на автозимнике Хамра-Пелидуй в Якутии. Минтранспорта региона сообщает, что с сегодняшнего дня, 4 марта, переправа УМНАС в Ленском районе допускает авто весом до 30 тонн. Грузоподъемность повышена на основании актов контрольной проверки. К другим новостям. В Алёкминском районе уже начали подготовку к эсэху Олонхо. С работами местных мастеров ознакомилась Елена Фаст. Изделия мастера из села Тако Михаила Худаева пользуются стабильным спросом. Мы с вами о нем как-то разговаривали. Вообще спрашивают их или нет? Приобретают? Не очень. Такие? Они очень заказывают много. Ага. Хорошо, я и передам. Где-то уже около 100 уже продавал. Охотников. Да? Можно осенью они требуют. Вот сегодня одно уже купили, я 2 штуки принес. Мастер готов предоставить работы и к эсэху Олонхо, и не только он. Сувенирная продукция представлена широко. Конечно, в мероприятии подготовки к эсэху это лишь малая часть планируемого. Эти вопросы обсуждали на оргкомитете района. Каждая рабочая группа доложилась о готовности. Мы будем отшивать еще дополнительные костюмы для церемонии открытия и закрытия праздника. Вообще, в целом, мы планируем, слегка уменьшили количество участников. Время диктует такие условия. Планируем охватить в таких торжественных мероприятиях открытия и закрытия праздника 1400 человек, в том числе 500 детей. Готовимся сейчас их размещать, занимаемся организацией питания, проводим актуализацию списков участников, инвентаризацию звуковой аппаратуры, костюмов во всех наших муниципальных образованиях. Актуальными остаются вопросы по соблюдению всех мер безопасности как в репетиционный период, так и на время праздничных дней. Кроме этого, необходимо проработать ряд вопросов по водоснабжению и транспортной обеспеченности. Елена Фаст, Максим Копылов, Алёкминск.
Усть-Майский район будет сотрудничать с Арктическим агротехнологическим университетом. В ВУЗе прошла рабочая встреча. По итогам было подписано соответствующее соглашение. Оно касается подготовки кадров в сельское хозяйство. Кроме того, стороны будут сотрудничать в развитии технологий в сельской местности. Цель нашего соглашения – это именно выход обучающихся и педагогов именно в науку. Ну и сегодня я хочу сказать, что у нас уже первые итоги есть. Петропавловская школа, ученик Петропавловской школы, вернее, победив в агро-НТИ Российской Федерации, дал статус именно своей родной школе стать резидентом агро-НТИ Российской Федерации. Почти 3 десятка команд стали участниками районного отборочного этапа «IT Моя профессия» в Татинском районе. За 2 дня разработали прототип мобильного приложения или веб-сервиса и презентовали его перед жюри. Площадкой IT-марафона второй год является Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» Этыкельской средней школы номер 1, созданный в рамках нацпроекта образования. Финансовую поддержку оказало Федеральное агентство по делам молодежи в качестве гранта. И мы очень рады, что у детей прям есть сильный интерес. Сегодня у нас 28 команд участвует. А конкурс, цель задачи конкурса – это вот профессиональная профориентация молодежи, чтобы ребята попробовали себя, да, в роли IT-специалиста, да, и, возможно, в будущем выбрали будущую профессию. НВК «Саха» создала именные видеопоздравления к 8 марта. Служба интернет-вещания телеканала сообщает, что идея пришла, когда планировался контент к празднику. Хотелось сделать приятное мамам, бабушкам, сестрам, при этом учесть все ковидные ограничения, рассказала редактор спецпроектов Нюргуяна Иванова. База включает в себя также и якутские имена, при этом учтены различные вариации их написания и уменьшительно-ласкательные формы. Для того, чтобы отправить именное видеопоздравление, нужно зайти на сайт nvk-online.ru, кликнуть на баннер с именными поздравлениями, указать имя и выбрать букет – тюльпаны, розы или весенний микс. Видеороликом можно будет поделиться по WhatsApp или в социальных сетях. В ближайшем будущем хотим уже добавить не только 8 марта, но и другие праздники, добавить мужские имена, выбор увеличить букетов, не только букеты, но и чтобы какие-то другие подарки были интересные, приятные. На этом пока все. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки и держать социальную дистанцию. До встречи в эфире.